Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я сейчас будем на русском языке, да? На русском, да. Хорошо. Сегодня 6 августа, День Победы на чеченском языке Туоламанде. Это день, когда мы одержали победу над русскими оккупантами. Это день, когда мы освободили наш город, столицу, город Грозный, город Джохар. Вот, и заставили русских оккупантов, этих фашистов, капитулироваться. Джамбулат. Я также приветствую наших зрителей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня день 6 августа, это День Победы, как сказал Анзор Масхадов. В этот день была под руководством его отца Аслана Масхадова была проведена ярчайшая в истории военной, мировой военной истории операция под названием «Джихад», когда всего 800 отчаянных бойцов зашли в столицу Чеченской Республики Ичкерия и поставили в тупик военных российской армии. Они предприняли все меры, чтобы оттуда выбить наши войска, но туда начали подтягиваться чеченские ополченцы, и вот этот отчаянный шаг тех войск, которые, боеспособных войск, которые тогда на тот момент сохранялись в наличии, он способствовал тому, что поднялся народ, и эта операция приобрела размах, и в итоге это закончилось тем, что российские войска вынуждены были капитулировать перед волей чеченского народа и перед волей ее замечательных руководителей, предводителей, военных, политических. Это ярчайший день истории чеченского народа, который навеки останется на страницах ее истории, который будет примером для других народов и будет изучаться в военных академиях, в учебных заведениях мира. В этом мы уверены, потому что подобной операции, я как историк, подобной операции я не знаю. Да, нет таких аналогов. Это действительно была уникальная операция, чтобы так малыми силами войти в город, в населенный пункт, где, ну, скажем, сколько там дивизий-то было. Да, там не одна дивизия была. Общие войска, которые были в самом Грозном и вокруг на военных базах, исчисляется по самым завышенным цифрам 50 тысяч, а по самым заниженным до 30 тысяч. Ну, это регулярные войска, внутренние войска, это ГРУ, это всякие спецназы, потом их марионетки. В общем, действительно, количество было с началом операции, Анзор, туда еще были подтянуты войска с других уголков Чеченской Республики. И за первые 2-3 дня российская группировка она увеличилась до более 100 тысяч военнослужащих российских. Да, и вот что я хотел бы еще добавить, ну, мы как ветераны той войны, участники и этой операции, и вообще Первой русско-чеченской войны, в общем, как я помню эти события, мы тогда были в Ведено, в Махкитах, там проходило совещание всех военных и политиков Чеченской Республики Ичкерия. Там был Зелимхан Яндарбиев, там был Шамиль Басаев, Масхадов, Гилаев, в общем, все наши командиры. И по указанию Александра Лебедя, они провели, русские оккупанты провели мощную такую операцию, то есть окружили весь Веденский район и начали бомбить его. И это развязало нам руки, чтобы вот провести вот эту операцию по имени Джихад, потому что даже в то время, вот это был июль месяц, я про июль месяц говорю, про вот это совещание в Махкитах, они хотели одним ударом уничтожить всех. Руководство. Решить, да, полностью всех уничтожить и решить как бы проблему с Ичкерией. У них это не получилось. Получилось у нас. У нас получилось, да. И мы тогда вышли из этого окружения, потом уже началась планировка этой операции. Ну, в общем, план-то был еще давно разработан, а вот именно чтобы эти группы, наши группы входили в город Грозный, это было в течение нескольких дней, как ты помнишь.
Да. И был нанесен мощный молниеносный удар. Были окружены все блокпосты, все их базы, их обстреливали, дороги были закрыты, они не могли передвигаться в эти дни, просили свое командование о помощи, чтобы их вывели из этого кольца. В общем, для них это был большой риск, потому что везде были мы, везде были дороги заминированы, и им вот таким образом пришлось капитулировать. Но все гениально, как говорится, просто. У нас был опыт, Анзор, удачной обороны Грозного в 1995 году. И гениальность этого плана была в том, что наше военно-политическое руководство решило поставить их постфактум в ситуацию начала 1995 года, новогоднего штурма. То есть мы в свой родной город просочились 4-5 августа. И 6-го уже заявили о том, что на тех позициях, которые мы заняли, вновь русские войска оказались в позиции атакующих, а мы в позиции обороняющихся. При меньшем количестве войск другого более гениального плана быть просто не могло. Им пришлось нас атаковать. Как ты уже отметил, пути продвижения российских войск с военных баз Ханкалы, аэропорт Северный и другие с Веденского направления, все они были заблокированы нашими войсками. Внутри также, то есть там была череполосица, внутри были блокированы часть ФСБ, там был ГОШ, Главное управление штабов, и еще несколько российских подразделений было блокировано, и мы к ним не подпускали подмогу, и в итоге разбивали идущие на помощь колонны и штурмовали одновременно то, что находилось в Грозном центре. В итоге вот это противостояние в течение определенного времени русское военное руководство убедило, что они не в состоянии решить эту боевую задачу. Пришлось, перед этим был ультиматум от командующего авиационными войсками, как помнишь, фамилия генерала была? Пуликовский. Да, что-то Пуликовский. Вот. На это с иронией отреагировали наши бойцы и наше руководство. В итоге инициативу выдвинул генерал Лебедь, и были проведены переговоры, которые закончились капитуляцией российских военных. Да. Вот такова история этого дня. Сегодня, Анзор, извиняюсь, вот наши ребята здесь собрались, за нами они сидят, за кадром. Это вот ребята приехали на машинах. Сегодня мы находимся в городе Ницца. У нас подобные мероприятия проходят и в других городах да, наша Чеченская республика Ичкерия, она везде, где мы есть. Да. И иншаллах будет. Ты не ошибся. Да, я не ошибся. Но в данный момент мы находимся во Франции, и в разных городах проводятся подобные мероприятия. И что хочу сказать тут в завершение, Анзор, и ты от себя добавишь. Иншаллах, мы подобную операцию проведем еще раз, и мы освободим нашу родину, иншаллах. Иншаллах. Да, это день позора России, российской армии. Это наш день, день победы, Туламанде, как мы вначале сказали. Я вот что еще хотел добавить. До проведения этой операции мы буквально неделю точно оповещали и жителям, даже и тем марионеткам, которые пошли на службу этим фашистам, в общем, говорили прямо, что город будет захвачен, что мы войдем в город. И это передавалось даже по радиостанциям, и были разбросаны листовки. То есть русские знали, что мы войдем в город. Но, может быть, они не верили, но мы захватили город. И, как ты, Джамбулат, сказал, мы обязательно придем к тому дню, что очистим нашу землю от этих, я даже не могу дать им название, от этих пехотинцев Путина, иншаллах, и мы проведем операцию, или же это будет по-другому, Аллах только знает, но с помощью Аллаха, иншаллах, мы вернем свое, то, что они забрали у чеченского народа. Я в этом уверен, никогда не сомневался. Мы этим сегодняшней нашей работой, Джамбулат, давай вот вещи прямо говорить, сегодняшней нашей работы по объединению всех сил, наших сил, сил сторонников независимости,
Мы сегодня собираемся вот, собрать этих людей и выступить. Для этого как мы собираемся единое провести целое. съезд, чеченский съезд. И мы обязательно об этом скажем потом, иншаллах. Иншаллах. И еще раз мы хотим поблагодарить наших братьев и сестер, а также поздравить их с этим днем. Иншаллах, близок день, когда мы все вернемся на свою родную землю. Аллах, эхто больвай. Аминь. Аллах резах виршун. Анзор, я хотел бы вот отметить наши вот подрастающие ребята, ну, пацаны практически, да, вот кричат, мы с тобой выступаем, Да. они Ну, поддержку приятно кричат, смотреть, да, я Аллах, смотрю на такбир, Аллаху Акбар. Да. Вот, всегда дети растут и стараются подражать старшему поколению. Это радостно, как бы, хотелось отметить сейчас в этой ситуации. И в завершении наше с тобой выступление, Анзор, вот у меня есть, ну, на это наши общие знакомые, можно сказать. Они знают, что мы с тобой вот, занимаемся общим делом, нашим народным делом. И в знак уважения к тебе, к твоему павшему шахидам, отцу президенту, они сделали тебе вот такой подарок и попросили меня передать тебе вот это ремень. Ремень, как мы все знаем, это символ мужчины. Он в 15 лет завязывает пояс и может его развязать только в 63 года, когда возраст ему не позволяет вести вооруженную борьбу на защиту своей родины. Вот такой ремень с гербом ичкерийским, символом нашей страны, независимой, свободной Чечни. Вот этот подарок я уполномочен тебе передать, Анзор. Да, возле дойтель, да, бертке дойл. Аллах рейсхул, Аллах садоль. Вот. 60, сколько ты сказал? 63 года только. Сейчас ты его завяжешь, и только в 63 года развяжешь его. Ну, сейчас мне 27, мне еще. Ну, ты понял. Да. Аллах рейсхул, Аллах Иншаллах, садоль. да, бертке Так, дойл. и добавлю, нет, на русском все-таки скажу. Да. Придет день, когда мы вот этим гербом отшлепаем разных ушлепков. Иншаллах. Иншаллах. Да, я бертке дойл. Аминь. Ждите очередной операции «Джихад». Аллаху Акбар. Аллаху Акбар.